Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Ежегодно перечень товаров и услуг якутских предприятий, предоставляемых на российском и международном уровне, хоть и медленно, но расширяется. Вопросами экспорта вплотную занимается Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха-Якутия. О деятельности агентства гостья студии Юлиана Деряхова, заместитель генерального директора Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха-Якутия. Юлиана Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите об основных направлениях деятельности агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха-Якутия является специализированной организацией по привлечению инвестиций. Мы оказываем различный спектр услуг для инициаторов инвестиционных проектов, такие как консультации по мерам поддержки, подбор земельных участков, инвестиционных площадок, разработка бизнес-планов, финансовых моделей, ну и заканчивая сопровождением проекта для поиска источников финансирования. Как и большинство региональных агентств развития, мы работаем по принципу одного окна, содействуем снижению административных барьеров для инвесторов в республике. Мы успешно выстроили работу с органами исполнительной власти, с ресурсоснабжающими организациями, с институтами развития, что, безусловно, повышает оперативность при взаимодействии по запросам инвесторов. В Республике Саха-Якутия используются все меры поддержки бизнеса. Это территория опережающего развития, льготы для резидентов арктической зоны Российской Федерации, федеральные и региональные программы. И я хочу отметить, что 3 июля этого года в республике принят закон о территориях развития местного производства в Республике Саха-Якутия. Это новый инструмент стимулирования предпринимательской деятельности на территориях муниципальных образований. На территориях развития местного производства будет действовать особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. Резидентами территории местного производства могут стать индивидуальные предприниматели, юридические лица, самозанятые, и которые планируют реализовать новый инвестиционный проект в сфере производства, переработки, оказания услуг и туризма. Что касается крупных инвестиционных проектов, в портфеле агентства на сопровождении 23 инвестиционных проекта на сумму свыше 122 миллиардов рублей, такие как строительство гостиничного комплекса в городе Якутске, строительство завода среднетоннажного СПГ в Нижнем Бестяхе, проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма. Агентство имеет опыт разработки сложно структурированных финансовых моделей, таких как, к примеру, строительство первой очереди Житайской судоверфи, строительство пограничного перехода Джалинда-Махе. И, к слову сказать, республика расположена выгодно к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, к их рынкам сбыта, что, конечно же, вызывает большой интерес азиатских инвесторов к промышленным и индустриальным проектам. Мы сопровождаем визиты инвесторов из стран АТР, организовываем встречи с местными компаниями, с органами власти и институтами развития. То есть в первую очередь это крупные проекты, инвестпроекты. Да? В большей части, да, мы сопровождаем крупные проекты, но на сегодняшний день мы также активно занимаемся и разработкой новых проектов в сфере, ну, не таких больших, наверное, как инфраструктурных, но тем не менее такая задача у нас стоит. Ну вот поговорим о планах на этот год, что сегодня стоит на повестке, чем агентство занимается, ну и какие программы разрабатывает как раз-таки. В этом году Республика Саха-Якутия успешно подтвердила внедрение регионального инвестиционного стандарта 2.0, разработанного Минэкономразвития России. Это система поддержки новых инвестиционных проектов, включающая в себя 5 элементов. Это инвестиционная декларация региона, инвестиционная карта, свод инвестиционных правил, Агентство развития и инвестиционный комитет. Новая система устанавливает прозрачные условия
равные права на осуществление инвестиционной деятельности, что, конечно, в конечном итоге улучшает взаимодействие инвестора с органами власти, ресурсоснабжающими и уполномоченными организациями. Также мы сейчас внедряем CRM-систему, это система управления инвестиционными проектами. Мы участвовали в разработке и внедрении единого центра обратной связи с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности и модернизировали наш инвестиционный портал, доступный по адресу investyakutia.ru. Ну вот давайте подробнее поговорим как раз-таки о CRM-системе. Вот расскажите о ее преимуществах, для каких целей она создана, ну и кто ей пользуется. Ну, как известно, Республика Саха-Якутия делает ставку на цифровизацию всех сторон жизнедеятельности и экономики. Агентство, в свою очередь, создало цифровую систему управления проектами совместно с разработчиками из Якутии, что для нас очень приятно, это выходцы из технопарка Якутия. Система управления инвестиционными проектами создана с целью автоматизации процесса взаимодействия участников проектной деятельности. Это значит, обмен данными, коммуникация, управление в онлайн-режиме. И данная система позволяет повысить эффективность мониторинга и управления проектами, которые курируются разными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, институтами развития. То есть в этой системе аккумулируются все инвестиционные проекты, реализуемые или планируемые к реализации на территории Республики Саха-Якутия. Ну, то есть через одну программу Да. можно общаться, взаимодействовать, да, какие-то решать вопросы. Совершенно бытовые, верно. да? Это все можно делать в онлайн-режиме, это очень убыстряет процесс, соответственно, и улучшает наше взаимодействие с инвестором, ну, реализацию проектов должно ускорить. Вот вы упомянули, что Якутия стала пилотным регионом по внедрению инвестиционной карты на Дальнем Востоке. Вот расскажите об этом проекте, как это удалось реализовать, вот какие функции оно выполняет. Инвестиционная карта представляет собой цифровой сервис, который содержит информацию о регионе, об его инфраструктуре, о инвестиционных площадках, земельных участках, мерах поддержки, тарифах и преференциальных режимах на территории того или иного региона. В прошлом году агентство совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики подписало соглашение о информационном взаимодействии по работе на единой карте Дальнего Востока и Арктики. И таким образом мы стали первым пилотным регионом, который внедрил новый цифровой сервис Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Инвестиционная карта обеспечивает доступ инвесторов к информации о регионе. Ну, в первую очередь, это, конечно, информация о свободных земельных участках. Иными словами, инвестор, находясь вне территории Республики Саха-Якутия, может взглянуть на карту, подобрать для себя удобный, свободный земельный участок, удобный в соответствии с необходимой инфраструктурой для реализации своего проекта. Мы, конечно, провели очень кропотливую работу с органами исполнительной власти, с органами местного самоуправления, оцифровали более 7 тысяч элементов карты. Это элементы инфраструктуры, такие как дороги, электросети, газовые сети и так далее. Да. А вот как получить доступ к такой системе? Нужно быть инвестором обязательно. Эта карта доступна на нашем портале, на investyakutia.ru. Ну, конечно, это в первую очередь удобный инструмент для инвестора. И в первую очередь для инвестора, который находится вне территории республики. Если мы, находясь, наши внутренние инвесторы более-менее знают, да, всю инфраструктуру, то те, которые, например, в Центральной России, для них это, конечно, удобный инструмент. В рамках внедрения регионального инвестстандарта вы назвали формулировку «инвестиционный комитет». Вот какие задачи выполняет этот элемент? Инвестиционный комитет – это постоянно действующий совещательный орган, обеспечивающий защиту прав и интересов инвесторов. В инвестиционную команду республики
Как и инвестиционный комитет, возглавляет глава Республики Саха-Якутия Исен Сергеевич Николаев. В состав комитета входят представители органов исполнительной власти, представители федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений, ресурсоснабжающих организаций и институтов развития. За время образования инвестиционного комитета было проведено несколько заседаний и рассмотрено несколько крупных инвестиционных проектов в сфере улучшения качества городской среды, в сфере туризма и сельского хозяйства. Ключевые вопросы инициаторов проектов заключались в обеспечении транспортной и инженерной инфраструктуры для полной реализации проектов, привлечении средств из федеральных государственных программ. И по итогам рассмотрения данных вопросов инвестиционный комитет вырабатывает механизм решения проблемы, и мы как агентство контролируем ход их исполнения. Вот как проводится работа с муниципальными образованиями? Вовлечены ли они в инвестповестку? Минэкономразвития России на основании предложений регионов и бизнеса разработала концепцию муниципального инвестиционного стандарта. Она аналогична с региональным инвестиционным стандартом, в соответствии с которой необходимо сформировать совещательный орган при главе местной администрации, уполномоченное лицо по взаимодействию с бизнесом на местах, на территориях местного самоуправления, разработать ключевые показатели эффективности для глав администрации муниципальных образований, обеспечить обратную связь по взаимодействию с инвестором, инвестиционный профиль муниципального образования, ну и так далее. Агентство совместно с главами муниципальных образований обеспечило работу по назначению инвестиционных уполномоченных. Мы уже с ними вплотную работаем. 35 инвестиционных уполномоченных в республике назначено. Мы еженедельно проводим мероприятия, семинары для муниципальных образований, консультируем их, рассказываем лучшие практики и опыт других регионов по внедрению элементов муниципального инвестиционного стандарта. Ну что ж, наше время подошло к концу. Елена Егоровна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем побольше инвесторов, конечно же, и реализации крупных инвестпроектов. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.